Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как и почему автомобиль-такси вылетел с дороги на перекрестке улиц Чуйкова и Бондаренко. Слава богу, людей не было. Прям чудом, что здесь никто не стоял. Расскажем о приговоре суда водителю за гибель женщины на пешеходном переходе и завершении расследования дела об убийстве таксиста в Бугульме. Приехали сюда, с таксистом произошла перепалка. Потолкались, поругались, достал нож, ударил в спину один раз. Пока он, раненый, просил о помощи, пассажиры грабили его машину и сжигали улики. А также раскрыто убийство 2 человек в Нижнекамске 20 лет назад. Выяснилось, что потерпевший отказался от сотрудничества с членами организованного преступного формирования. Это и не только прямо сейчас. Автомобиль-такси врезался в ограждение проезжей части рядом с пешеходным переходом на перекрестке улиц Чуйкова и Бондаренко. В машине был один водитель, он не пострадал и рассказал Веронике Гайнудиновой, что на забор он поехал сознательно. Я, подумав о другом человеке, сам ехал. Водитель Hyundai рассказывает, выбрал наименьшее из возможных последствий, но по всем правилам виноват в этом теперь только он, если сам же не сможет доказать обратное. Рассказывает, ехал прямо в сторону улицы Чуйкова. На перекрестке с Бондаренко встречный автомобиль стал поворачивать прямо перед его капотом. Выбор был небольшой: либо протаранить машину, и кто знает, сколько бы людей пострадали, либо вывернуть руль в сторону забора. Выбрал второе. Сузуки? Я эти номера на всю жизнь запомнил. Е346 ОО 152 регион. Он-то понял, что он еще накосячил. Он же остановился, вышел, он говорит, типа, а что ты, говорит, как едешь? Я говорю, ты, говорю, иди сюда, говорю, сейчас ГАИ вызовем. Он сел и уехал просто. В результате незапланированного маневра Hyundai пересекла встречную полосу улицы Бондаренко, вылетела на пешеходный переход и снесла забор, ограждающий проезжую часть. Слава богу, людей не было. Прям чудом, что здесь никто не стоял. Водитель такси тут в любом случае понес финансовые убытки. Он только вышел на смену, заработать ничего не успел, но при этом оплатил аренду машины и услуги агрегатора. Страховка у автомобиля есть, но точных ее условий молодой человек не знает. И сейчас ему самому предстоит доказать, что этот его маневр был результатом опасной езды другого водителя и создавшего аварийную ситуацию. Он надеется, что на этом перекрестке работают камеры наблюдения, записи которых помогут установить точную картину произошедшего. И взял телефоны очевидцев, которые на разборе в ГИБДД смогут подтвердить его слова. Вероника Гайнудинова, Наиля Абдуллин, Вызов 112. 37-летний мужчина попал под колеса «Опеля», переходя дорогу на улице Воровского по пешеходному переходу. Светофором он не оборудован, водители обязаны здесь пропускать пешеходов. Но 31-летний водитель остановиться не успел и снес мужчину. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали. Почему вовремя не заметил человека, водитель рассказать не захотел, сославшись на свое испорченное настроение. Но полностью признал свою вину. К 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и лишению водительских прав на 2,5 года приговорил суд 39-летнего водителя «Джили» за смертельный наезд на человека. Вечером 29 июля недалеко от села Богородское, это в Пестричинском районе, он на пешеходном переходе сбил 49-летнюю женщину с 9-летней дочерью. Они перешли одну половину трассы и стояли на разделительной полосе. Ждали, когда машины остановятся, чтобы их пропустить. Мужчина поздно заметил, что автомобили впереди притормаживают и, чтобы избежать столкновения, вывернул руль влево. Как раз там и стояли люди. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали. При вынесении вердикта суд учел, что водитель иномарки признал свою вину и выплатил родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Водители Нивы, предположительно в состоянии наркотического опьянения, остановили автоинспекторы на улице Фрунзе. Спиртным от молодого человека не пахло, но его состояние вызвало подозрения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но ехать в больницу на анализы водитель отказался. Согласно закону, отказ приравнивается к вождению в нетрезвом виде, и теперь водителю, вероятно, предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Сообщение о заложенном взрывном устройстве пришло сегодня в один из ресторанов на улице Чистопольская. Сотрудники вызвали полицию, работников и посетителей заведения эвакуировали. Вскоре попросили покинуть свои квартиры и жильцов комплекса, в котором располагается ресторан. После тщательного обследования никаких угроз специалисты не обнаружили, и около 17 часов люди смогли приступить к работе и вернуться в свои квартиры. Завершено расследование громкого уголовного дела о жестоком убийстве 48-летнего таксиста в Бугульме. Почти год назад этот случай шокировал весь юго-восток Татарстана. Напомним, вечером 20 декабря двое нетрезвых молодых людей в Азнакаево вызвали такси, угрозами заставили мужчину ехать в Бугульму. Кровавая драма развернулась у театра. Водитель потребовал оплатить поездку, но вместо денег получил удар ножом в спину. Пока он, раненый, пытался убежать, пассажиры грабили его машину и заметали следы. Алсу Ахмедзянова с деталями этого дела. Приехали сюда. С таксистом произошла перепалка. Потолкались, поругались. Достал нож, ударил в спину один раз. Их задержали по горячим следам. Во время избрания меры пресечения ничего не отрицали. Следователи установили, молодые люди, одному на тот момент было 25 лет, другому 23. Вызвали такси в Азнакаево. Угрозами заставили водителя ехать в Бугульму. Стоимость поездки составила 750 рублей. Но молодые люди платить не хотели. К этому времени они были уже нетрезвы, пили алкоголь всю дорогу. В этом городе потерпевший смог выбежать из машины. Однако один из нападавших догнал его и ударил ножом в спину. От полученного ранения мужчина позже скончался в больнице. Пока раненый мужчина пытался убежать и попросить о помощи, его пассажиры грабили автомобиль и заметали следы. Дальше забрали. Забрал вещи из машины, поджег машину, ушел. Общий материальный ущерб составил 90 тысяч рублей. Знакомые водителя такси рассказывают, он успел сообщить им о нервных пассажирах, которые требовали убрать телефон, и пропал. Не отвечал на звонки. К утру узнали, мужчина скончался в реанимации. И некоторые подробности той поездки. Они просили катать его по Бугульме, то есть он 2 часа их катал по Бугульме. Потом в итоге, они просили деньги на наркотики. Он уж отказался. Пока с одним, у них потасовка была, другой вышел из машины и пырнул его в спину. Оба обвиняемых на момент преступления нигде не работали и имели проблемы с законом. Сейчас их, в зависимости от роли и степени участия, обвиняют в убийстве, разбое, угоне, умышленном уничтожении имущества и похищении документов. В ходе следствия свою вину они не признали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, вскоре направила дело на рассмотрение Верховный суд Татарстана. Алсу Ахмедзянова, вызов 112. В Татарстане раскрыты 2 убийства и покушения на убийство, совершенные 20 лет назад. 11 марта 2000 года в Нижнекамске расстреляли члена одной из организованных преступных групп. Его телохранителю врачи смогли спасти жизнь. А спустя 7 месяцев там же, в Нижнекамске, убили директора головной перекачивающей станции одной из нефтяных компаний. С подробностями Тагир Валиди. А сколько у них арсенал будет? Ой, там порядка 5 арсеналов. Время не стало преградой для раскрытия преступлений. Следователи выяснили, что к расстрелу руководителя одной из преступных группировок и его телохранителя причастен один из членов преступного сообщества «Мамшовские». Ныне ему 40 лет. Лидер противоборствующей группировки тогда скончался на месте. Охранник был госпитализирован с тяжелыми огнестрельными ранениями. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками уголовного розыска Нижнекамской полиции задержали 40-летнего местного жителя, члена одной из преступных групп города, причастного к совершению преступления. Оперативники установили, что он причастен к убийству директора головной перекачивающей станции одной из нефтяных компаний. Мамшовские его избили так, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Выяснилось, что потерпевший отказался от сотрудничества с членами организованного преступного формирования, пресекая хищение последними нефтепродуктов из путепровода путем врезок, тем самым лишая их финансовой подпитки. Помимо убийства и покушения на убийство, мужчине предъявили обвинения и в незаконном хранении и ношении оружия. Обвинительное заключение уже утверждено и передано в суд для рассмотрения по существу. Тагир Валиди, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.